доработаем его с предложениями экспертов и к концу января утвердим единый комплексный план по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек. Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков поднял вопрос об экологической ситуации в городе Бишкек и Чуйской области. Сегодня приняли участие в очень важном мероприятии, провели анализ выполненных работ правительства касательно смога, послушали мнение экспертов и в конце договорились о том, что к концу января будут приняты меры по улучшению нынешней ситуации. Хочу отметить, что мы попросили Финпол проверить фильтры ТЭЦ Бишкека. Было проверено выборочно 4 котла по выбросам. По многим показателям превышение в 3 раза от расчетного норматива, сказал Артем Новиков. Уважаемые друзья, сегодня состоялось очень большое мероприятие, посвященное проблемам экологической ситуации в городе Бишкек и Чуйской области. Мы обсудили комплекс мероприятий, который был принят правительством, послушали мнение экспертов, дополнительных предложений, которые можно включить, и договорились, что до конца января этого года мы вместе пересмотрим план, доработаем его с предложениями экспертов и к концу января утвердим единый комплексный план по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек. На сегодняшний день мы видим 4 основных проблемы, которые влияют на экологическую обстановку, на уровень смога. И поэтому специально сегодня я поднялся наверх, чтобы показать ту картину, которая у нас происходит со смогом. Прежде всего, это выбросы, которые идут с ТЭЦ города Бишкек. Это частный сектор, который топится углем и другими видами топлива. Это автотранспорт, который ездит по дорогам, и это мусорный полигон, который также влияет на экологическую обстановку. По каждому из этих пунктов есть мероприятия, которые заложены в плане, в частности, и рассматривается вопрос перевода ТЭЦ города Бишкек на газ, и газификация жилмассивов, и программы по льготному кредитованию на приобретение газового оборудования, перевод автотранспорта на газомоторные виды топлива, закрытие мусорного полигона и перевод мусорной свалки в совершенно другое место, которое не будет влиять на город Бишкек, в том числе изменение архитектурной концепции и единого градостроительного плана, который будет учитывать и количество автотранспорта, и розу ветров, уровень продуваемости города, и архитектурный стиль, этажность зданий, виды топлива, которым будут обслуживаться эти здания для того, чтобы снизить нагрузку на сети, на энергоресурсы и так далее. То есть вся эта проблема, она большая, она комплексная, и, конечно, мы понимаем, что эту проблему не удастся решить в течение 1 месяца или нескольких месяцев. Это большая комплексная задача, растянется на несколько лет, но тем не менее мы должны сделать эти шаги, первые, самые важные, для того, чтобы в дальнейшем никто не мог уже остановить эти процессы по улучшению экологической ситуации.